прошедшей неделе продолжилось укрепление американского доллара против других мировых валют. Его индекс открылся с гэпом наверх в понедельник. Инвесторы позитивно отреагировали на успешную доставку российской гуманитарной помощи на Украину. Это частично нормализовало политическую обстановку. Дополнительным фактором роста стали слабые показатели немецкой экономики IFO. Они ослабили евро и укрепили американскую валюту. В остальные дни недели индекс доллара находился в нейтральном тренде. Позитивные американские макроэкономические данные выходили во вторник и в четверг, что и поддержало индекс на достаточно высоком уровне, и он даже смог обновить максимум за 13 месяцев. Так, во вторник заказы на товары длительного пользования за июль выросли на 22,6%. Благодаря этому банк Морган Стэнли повысил свой прогноз роста ВВП США в третьем квартале на 0,5% до 3,5% в годовом исчислении, а банк Барклайс на 0,3% до 2,7%. Индекс уверенности потребителей за август вырос до максимума с октября 2007 года и составил 92,4 пункта. В четверг ВВП за второй квартал во втором чтении был пересмотрен в сторону повышения с 4 до 4,2%. Это максимальный рост третьего квартала 2013 года. Количество новых безработных в США сократилось вторую неделю подряд, тогда как ожидался рост. Число незавершенных сделок с жилой недвижимостью за июль увеличилось на 3,3% и достигло максимума за 11 месяцев. На текущей неделе в США наиболее важные экономические данные выйдут в пятницу. Это количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и безработица за август. По нашему мнению, их предварительный прогноз является позитивным для доллара. В остальные дни недели также будет появляться экономическая информация. Во вторник будет объявлен производственный индекс ISM, в среду промышленные заказы, в четверг торговый баланс, данные по рынку труда за неделю и изменения занятости, рассчитываемые агентством ADP. В еврозоне ключевым днем будет четверг, когда состоится очередное заседание ЕЦБ. На нем могут быть озвучены некоторые параметры смягчения денежной политики. Теоретически это может способствовать дальнейшему ослаблению евро. Касаясь значимых событий для других валют, отметим заседание Банка Австралии и данные по ВВП во вторник, заседание Банка Канады в среду и Банка Англии в четверг. В пятницу выйдут данные по канадскому рынку труда.